Половина дистанции позади, уже стали известны имена некоторых счастливчиков и неудачников чемпионата. Такой футбол на Якутия-24. Я Андрей Погорелов, и мы говорим только о футболе сегодня. Мне помогут разобраться в этой теме мои гости, аналитики, эксперты Роман Грибовский и Никифор Иванов. Завершился второй круг чемпионата мира. 11-й игровой день не преподнес больших сенсаций, но и не обошлось и без сюрпризов. В матче сборных Англии и Панамы было установлено сразу два рекорда. Родоначальники футбола впервые забили 6 голов на чемпионатах мира, а их соперники забили первый гол в истории участия чемпионатов мира. Игра завершилась со счетом 6-1. В игре было два пенальти, которые реализовал Харри Кейн. В другой игре Япония и Сенегал разошлись ничьей, счет 2-2. Третья игра завершилась со счетом 0-3 в пользу Колумбии, которая преодолела Польшу. Уважаемые гости, Колумбия отправила Польшу домой. Как ни странно, Польша перед началом чемпионата не числилась в составе аутсайдеров. Как так получилось, что два тура прошло, и у Польши 0 очков, они последнее место занимает. Роберт Левандовский в отборочном цикле забил больше всех голов, больше, чем у Криштиану Роналду, на его счету 16 голов. Вот ваше мнение, почему так получилось? Ну, я считаю, не одним Левандовским живы, как говорится, да, и просто чемпионат мира – это такой турнир, в котором уже команды, которые считаются, наверное, аутсайдерами, андердогами, как говорится, они собираются с силами, собираются с мыслями, и, соответственно, у кого дух сильнее, тот и выигрывает, потому что группа абсолютно ровная, и для меня тоже большой сюрприз, что Польша не набрала ни одного очка. Ну, это футбол, такой бывает. Здесь, пожалуй, да, действительно, вот, Роман, по вашему мнению, сенсация больше в чем? Что Польша проиграла, она недооценила, может быть, соперников, либо соперники, вот правда, что вот, настроились на игру с Польшей, и вот самое, что интересно, в Польше ни одного очка. Да, в принципе, Польша изначально все-таки в группе была одна из лидеров, это, мое мнение. Ну, кто бы мог там подумать, да, что Япония и Сенегал будут сейчас в лидерах этой группы, да? Поэтому все-таки Польша, первая причина — это недооценка, наверное, соперников, потому что по составу команда, как минимум, должна была второе место в группе занимать, а сейчас уже, все, шансов ноль, как говорится, уже домой собираются. Поэтому я думаю, все-таки это первая, самая основная причина — недооценка. Ну, для тех команд, которые изначально все-таки считались аутсайдерами, это касается не только этой группы, да, вот, как Никифор заметил, да, вот они выкладываются, да, вот в одной игре и побеждают. У них это праздник, просто участие на чемпионате, как для Панамы. Счет вчера в матче с Англией был 6-0 не в их пользу, когда забили гол. Трибуны ликовали просто, они были счастливы, потому что это был первый гол, который они забили на чемпионате. Команда просто, и команда сама была рада, да, и болельщики были рады. Но вот в следующем матче Колумбия уже встретится с Сенегалом. Вот ваши прогнозы на этот матч. Здесь будет зависеть много. Если одна из команд проиграет, она может уже не попасть в 1/8 финала. Кто выиграет? Мой прогноз, все-таки колумбийцы должны, несмотря на свой южный темперамент, они должны все-таки, думаю, счет будет 1-0. То есть Колумбия, по моему мнению, лидер в этом матче, и они будут там биться до конца, чтобы занять первое место в группе все-таки. Вот. Хотя сейчас, опять же, судя по этому чемпионату, многие лидеры, и которые изначально были, скажем, фаворитов, да, практически, по-моему, 80% все проиграли. Проиграли, либо сложные матчи сыграли все. Сложные матчи. То есть даже если были какие-то победы, то достались на последних минутах, после уже дополнительное время, там какие-то добавленные. Поэтому все-таки я думаю, что Колумбия, наверное, выиграет в этом матче. Ну вот, возвращаясь к фаворитам, большинство действительно сыграли сложные, трудные матчи, да. Пожалуй, только одна команда, пока две игры прошла, вот просто налегке, это Бельгия, 3-0 и 5-2. Повезло им с соперниками, либо они настолько действительно настроены и сильны? Сам Эден Азард говорит, что мы готовы в этом году совершить больше подвигов, нежели чем 4 года назад.
Ну, я считаю, что это просто закономерность, потому что у Бельгии просто такое потрясающее поколение сейчас футболистов, да, это не только Эден Азар, это Тибо Куртуа и вся защита, там, начиная там, Алдервейлда и прочих. И это закономерность, я думаю, действительно, они показывают очень хороший футбол, и это одна из самых заряженных команд на победу. Думаю, они пройдут очень даже далеко. Ну, сегодня на турнире будет сыграно уже 4 матча, как никогда, будут сразу играть параллельно, то есть и группа А, и группа Б, да? Игровой день откроют группа А, команда Уругвай, сборная России. Здесь играют лидеры группы, а вот матч Саудовской Аравии и Египет не имеет никакого турнирного значения. В группе Б Испания выйдет на поле против Марокко, а Иран попробует одолеть Португалию для того, чтобы выйти в 1/8 финала. Вот в этом матче Иран-Португалия, стоит ли ожидать какой-то сенсации? В принципе, Иран, ну, опять же, на мой взгляд, показал неплохую игру в предыдущих матчах. Ну, я считаю, что выиграет Португалия, тем не менее. Да, Иран действительно очень крепкий орешек, и с ними очень тяжело играть лидером. Но тут я считаю, что в этой группе игры, которые предстоят, они определяют только разницу мячей. То есть кто больше забьет, тот и выйдет с первого места, как говорится. Да, я думаю, все-таки с первого места выйдет Испания. Они очень невзрачно начали турнир. Думаю, в третьей игре они соберутся. Ну, у них достаточно длинная скамейка. Вот во встрече Португалия-Иран я, наверное, бы даже на португальцев бы не ставил. Наверное, даже так. Все-таки я вспомнил, наверное, где-то будет ничья ориентировочно. Потому что Иран, я думаю, встанет у своих ворот и будет просто там, на контратаках, если получится. А так они просто встанут всей командой. Уругвай, Россия. Оба тренера перед матчами заявляли, что будут играть только на победу. Но вот ваше мнение, будут ли они действительно играть на победу? Знаете, я считаю, что играть на победу это не означает играть в атакующий футбол. Можно играть и в оборонительных редутах, и дальше уже выбегать в контры и как-то там забивать. Да? Но я считаю, что так как наша сборная, в принципе, достаточно ничьей, думаю, что будут наши играть в оборонительный футбол. И уверен, что обе команды забьют. Мое предположение, наверное, все-таки первый тайм начнется с теми же игроками, в том же составе, которые были предыдущие, наверное, второй матч, скажем, да, потому что все-таки в первом и втором матче были изменения, там, Загоева, там, травмы и так далее. Вот. А после первого тайма будут, конечно же, замены, выйдут, наверное, уже, вот как, у нас скамейка тоже относительно молодые игроки, которые там проявляли себя, чтобы попасть в сборную, и я думаю, будут замены как впереди, так и в средней линии. Вот. Что касается самого матча, да, то все-таки, если бы мы были не хозяева чемпионата, наверное, я бы тоже был согласен, что будут на ничью играть и так далее. Да. Но и по прошлым матчам, судя, да, ну, все-таки я склоняюсь, будут играть, наверное, на победу. Ну, действительно, Уругвай команда выше в рейтинге FIFA, нежели это и Египет, и Саудовская Аравия. Они входят в топ-20, занимают, по-моему, 16-ю позицию. Здесь и нападающих больше, здесь не один Салах, здесь и нападающих, и Кавани, и Суареса поддерживают и полузащита, и опытные защитники, которые регулярно подключаются в атаку. Насколько сложно будет нашим защитникам? Ну, Суарес опаснее, если начнет кусаться. Я считаю, что Кавани, потому что все-таки, если их сравнивать, то Суарес большая звезда, и больше внимания он будет оттягивать, больше внимания защитников будет оттягивать на себя. И как его называют, Эль Матадора, когда у Кавани, у него стиль игры такой, для меня он как Инзаги. Просто в нужное время, в нужном месте что-то куда-то подставил и забил. Я давно уже не видел от Кавани каких-то феерических голов, как Суарес, который там прошел полполя и просто перекинул через вратаря. Все голы Кавани, которые я видел, это просто на отскоке или на грани офсайда, когда он просто голову подставляет свою, головой шикарно играет. Вот, я думаю, как раз Кавани гораздо опаснее, чем Суарес будет в этой игре. Игнашевич, наверное, да, все-таки уже в возрасте, да, ну, опыт, наверное, все-таки имеет значение. Вот. Ну, склоняясь, наверное, пробовать в центре обороны надо уже свежих, более как смена поколения, уже надо все-таки потихоньку менять. Вот это, наверное, вот этот матч должен быть уже
на будущее, если 1/8, возможно 1/4, то есть должен уже быть в центре обороны какой-то игрок, который может Игнашевича заменить. Но в то же время и Игнашевич, и Акинфеев — это сыгранная, в принципе, пара, да, довольно долго поигравшие в одном клубе и понимающие друг друга с полуслова. Плюс. Это плюс, да, очередной. Вот до сегодняшнего дня сборные России и Уругвай играли только один раз. Это был товарищеский матч. Играли его в Москве на стадионе «Локомотив» 25 мая в 2012 году. Тогда команды разошлись ничьей. Голы на счету Киржакова, который сейчас не находится в нашей сборной, да, и Суареса, который до сих пор еще играет за Уругвай. Букмекеры делают приблизительно равные шансы на победу обеим коллективам, да, исходя из того, что и та, и другая команда все-таки забьют. Вот ваши прогнозы, какой счет будет в матче? Да, букмекеры, я так тоже маленько владею информацией, склоняются все-таки в небольшую сторону, в сторону Уругвая идет. Тут, ну, и ничья, либо Уругвай победит. Мой прогноз все-таки выиграет сборная России 2-1. Никифор. Мой прогноз, как я и говорил, 2-2 будет, скорее всего. Тут, беря во внимание, что у нас возрастные защитники и хорошее нападение Уругвая, я думаю, они как минимум 2 нам забьют. Но и учитывая, что мы хозяева турнира и играем очень быстрый футбол, я думаю, мы ответим тоже 2 голами, счет будет 2-2. Ну, завершился второй круг чемпионата. Это ровно половина матчей сыграна, 32 из 64. Давайте немного о статистике. По 11-метровым этот чемпионат мира бьет все рекорды. Только 2 пенальти судья назначил в матче Англия-Панама. Вот ваше отношение к системе вообще видеоповторов? Ну, я как судья в начале, когда это все дело внедрялось, я все-таки такой, скажем так, в этом плане консервативный человек, да, я считаю, что судейство состоит все-таки из, в том числе, к сожалению, судейских ошибок и человеческого фактора, но это часть игры, это спорт, и ошибки бывают не только у судей, но и у игроков, потому что об этом не стоит забывать, да. Но когда ставки настолько высоки, когда играют в топ-чемпионатах и на чемпионате мира, то да, система видеоповторов, она действительно помогает. Я назвал этот чемпионат мира чемпионатом имени видеоповторов, потому что столько пенальти никогда не было. Ну, действительно, да, это помогает, но, знаете, с другой стороны, это уже бросает тень на квалификацию судей, которые не могут принимать решения самостоятельно, то есть это просто можно расслабиться. Вот мнение судей мы услышали, Роман, вот мнение игрока хотелось бы услышать. Я все-таки за то, чтобы идти в ногу со временем. Да, наверное, многие консервативные люди, как и футболисты, тренера, там будут, футбол должен быть футболом, да, вот эта вот изюминка теряется. Я все-таки за видеоповторы. Первое, почему? Потому что, во-первых, вот были там ситуации с пенальти, по пенальтям, да, были какие-то, у кого, не помню, у Неймара, по-моему, да, то отменили пенальти, так как он симулировал, скажем так. То есть, во-первых, игроки уже будут к этому относиться серьезнее, их там имидж будет теряться вот этим симулированием, первое, да. То есть уже они будут, меньше будет каких-то симуляций во время атаки именно в штрафной, да, то есть будут уже более идти, если пенальти, то он действительно был. Это первое, да. Второе, все-таки со временем надо идти, так как, да, есть разница, наверное, либо это повтор на чемпионате мира там, да, либо на чемпионате города, там, Якутска, да, вот они, может быть, здесь они не нужны. У меня всегда в голову приходит, я как фанат, наверное, Дэвида Бекхэма, вот эта ситуация с удалением, когда Диего Симеона, да, там провокация. Вот если бы, наверное, был видеоповтор, наверное, судья бы разобрался. Ну что ж, мы с нетерпением ждем матча Уругвай-Россия. Сегодня будем смотреть в 23 часа и надеемся, что ситуаций спорных не будет, а если они и будут, то система видеоповторов разберется полностью на 100%.